Не знаете, как удивить своего близкого? Просто подарите ему подарок. Можно с поводом, можно без повода. Ну а если вдруг не хватает идей, вы можете посмотреть выпуски нашей программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в Институте современного творчества и флористики «Гармония». И пришли мы сюда не просто так. Мы пришли сюда за теми идеями, о которых я сейчас говорила. И, конечно, рядом со мной находится мастер на все руки, который владеет различными техниками и неспроста работает в этом институте. Это Елена Владиславовна. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем творить. Но все-таки впереди новогодние праздники, рождественские праздники. Чем занять себя и как же порадовать близких? Очень много вариантов, очень много есть техник. И одну из них я вам покажу. Конечно, этой технике нужно учиться, чему мы будем обучать в нашем институте. Это техника скульптурной живописи. И мы сделаем подвеску «Волшебный цветок» на елку в технике скульптурной живописи. То есть можно посмотреть вот здесь готовый вариант, Что такое скульптурная живопись, да. Можно рисовать картины. Скульптурная живопись. Но это все очень, дорогие друзья, твердое, да? Это кажется, что, возможно, это все такое воздушное. На самом деле это все достаточно твердый материал. Что это? Это паста для скульптурной живописи. Я уже сделала цвет, она белого цвета. Это вообще секретный ингредиент. То есть вы сами его изготавливаете? Мы изготавливаем его сами, да. И многие, кто преподает, изготавливают сами. Ну, также продается в магазинах для творчества и хобби. Вот. В состав это у каждого мастера свой секрет. Ну, то есть примерно это выглядит как что-то похожее на зефир. Да, похожее на зефир и похоже на какую-то штукатурку скульптурную, да? Да. Очень все такое воздушное, какое-то пористое такое субстанция. Работаем инструментом, называется мастихин. Мастихин. Да. Делаем подвеску на заготовке. Заготовка может быть любая. Я специально показала такую, которая отработанная, да. Также еще у нас есть вот такие заготовки, которые остались от года свиньи. Вот. И на них я сделала. То есть вы использовали его как просто как основу? Я использовала как основу, поэтому не надо ничего выдумывать. Можно самим что-то сделать своими руками, либо что-то там осталось от какие-то заготовки остались, можно использовать их. Елена, а под базу можно использовать обязательно вот деревянную, да, основу, либо можно использовать что-то иное? Все-таки это достаточно тяжелая конструкция, это получится у нас? Нет, дерево наоборот облегченное. Но по идее можно использовать любое. Просто в дереве легко сделать дырочку, если мы делаем подвеску. Если мы делаем картину, можно использовать любые другие плоскости. Рамки сами, срезы дерева. На чем вы хотите нарисовать картину. А на бумаге же невозможно будет? На бумаге нет, бумага промокнет. Картон промокнет. Да. То есть все-таки все равно что-то должно быть твердое? Да. Все хорошо. Итак, масса вот выглядит так. Вы смешали. А чем вы ее окрашиваете? Любой акриловой краской. Обязательно должна быть акриловая краска. Запоминаем. Да. Цвет подбирайте сами. Это на вкус. Естественно, я уже цвет составила. Чуть-чуть хочу добавить яркости. Да, чуть-чуть яркости. А вот то, что цвет у нас в массе не такой равномерный, где-то есть проблески такие белого цвета, где-то красного, это так задумано или все-таки должно быть однотонное все? Это как видит художник. Вообще, когда вот такие проблески белого всегда смотрятся намного интереснее. Поэтому я всегда стараюсь оставить проблески белого, но не всегда получается как раз. А так можно, конечно, равномерный цвет сделать. Можно цвет сделать с переходами, разные цвета смешать, и будет интересный такой переход. А вот мы видим, все-таки вы больше делаете такую цветочную тематику, да, потому что вам, видимо, нравится, или что, у нас тут очень много цветов на столе, да, посмотрите, дорогие друзья, цветы на любой вкус и цвет, да. А еще какие идеи вот для работы именно с таким материалом? Я делаю только цветы. Так как я люблю цветы, так как я полжизни посвятила цветам.
Но можно делать любые другие фигуры. Очень красивые птицы получаются, новогодняя тема получается, очень красиво. То есть это все такое объемное 3D-эффект какой-то, да? Именно 3D-эффект. Так, ну приступим, да? Да. Приступим. Собираем цветок из лепесточков. Мастихин всегда должен быть чистым, всегда. Вокруг тоже всегда должно быть чисто, иначе не получится, оно будет липнуть. Когда мастер обучает, это как бы одно из главных. На это уходит очень много времени, потому что постоянно надо вытирать, подтирать. На это уходит очень много времени, но без этого не получится результат. Собирается из лепесточков. И есть изюминка такая, да? То есть здесь немножечко торчит, здесь. То есть эффект такой натурального, да, цветка? Когда есть немножко погрешности, да, но тут погрешности, если вы вот это видите, да, то это будет внутри. Будет вот эта верхушечка, это нижние лепестки, этого ничего не будет видно. Я это делаю очень быстро, но я этим занимаюсь 3-й год пошел. Поэтому так легко получается, да? Так это очень нелегко. Очень нелегко, как и все другое. Хоть что, когда начинаешь делать, нужно опыт, нужно навык, нужно набить руку, так и нарабатывается любое мастерство. То есть, получается, сначала вы делаете одну половинку лепесточка, потом другую, потом соединяете, и вот получается один лепесток. Да. Но это тоже не все лепестки, это только первые лепесточки, остальные немножко по-другому докладывается. Видите, немножко было грязно, и сразу паста потянулась. Почему? Вот важно, что должно быть чистенько, иначе она будет прилипать, и цветок не снимется. Во всем есть свои нюансы, тонкости. В общем-то, этим и отличается профессионал от дилетанта. Мелочами. Во всем. Видите, уходит огромное количество салфеток на это. Ну, кстати говоря, вот запаха нет никакого, да, в принципе, да, паста достаточно такая, да, не токсичная. Нет, конечно, она не токсичная. Не окрашивает руки, да, ничего, все. Все прекрасно отмывается, да, все прекрасно отмывается. Прошло каких-то буквально 5 минут, а наш потрясающий цветок уже прорисовывается. Да? Обратите внимание, вот с легкой руки Елены появился один лепесток, второй лепесток, и вот уже в центре у нас здесь появляются, да, лепесточки. То есть техника, в принципе, позволяет здесь, да, творить, как бы, да, с небольшими погрешностями, да, возможно, где-то лепесточек побольше, где-то поменьше, ничего страшного, это все как в настоящей природе, да? Да, именно как природа. А вот в центре вы собираете такой объемный достаточно, да, такой как будто как... Да, я положила шар. Сердцевинку, серединку и закрываю мелкими лепестками. И буду делать дальше нижние лепестки, и верхние лепесточки пойдут уже вот так наверх, как 3D, как объем. Да. Вот, то есть, если показать на готовой работе, да, обратите внимание, да, это выглядит вот так. То есть сначала все-таки мы делаем нижнюю, да, такую базу, да, и потом от нее уже вот так вот загибаются те самые красивые лепесточки, да? Да. Очень красиво. Делаем нижнюю базу лепестков. Она уже делается по одному лепесточку. Очень интересно. Вообще это немного похоже чем-то на гипс, да, а называется все-таки скульптурная живопись. Даже очень красиво звучит. Во-первых, ну, мы видим все-таки, что что-то надо лепить, но все-таки при этом надо и немножечко владеть каким-то художественными навыками, да. Это практически как картину нарисовать, да. Вот, смотрите, еще раз, вот так это все выглядит. Очень красиво. Да, сама техника, это техника, да, сделать цветок, это нужно проработать технику, а когда ты будешь уже делать на картине, на холсте, то это уже, конечно, ты рисуешь картину, ты уже
Вот, допустим, какая Можешь, красивая да, картина. можешь нарисовать, даже там вазу нарисовать, что-то еще нарисовать, там цветы, как ты их кустом сделаешь, одним цветком сделаешь. Уже, да, уже как ты это видишь, как Но вы художник. все-таки в цветочном деле мастер, а это какой цветок-то? Это что, пион? Пион. Это пионы, да? Да. Это пионы. Вот сколько времени уходит на такую картину, Елена? Ну вот примерно, если не соврать. Ну сколько? Месяц, два, три? Нет, конечно, нет. Вот я почему так и заулыбалась, потому что ты можешь ее делать месяц по одному цветку, по одному листику, как у тебя хватает времени. Или ты можешь ее сделать там за 2 дня, потому что это же должно еще высохнуть. Это же мы сейчас этот цветок сделаем, и он будет сутки сохнуть. Вот мы ищем такую способ сделать вот эту вот массу для скульптурной живописи, чтобы она быстрее засыхала. Пока мы не добились такого Ну, эффекта. сутки-то это тоже, в принципе, не длительный срок. Для мастер-классов это не долго. очень, потому что люди хотят увидеть результат сразу. И вот мы сейчас работаем. Люди мне помогают, которые разбираются вот именно в составе. Да, в составе. Вот мы хотим сделать свою массу, именно быстро сохнущую. Надеюсь, что получится. Так, ну вот цветок мы собрали, основу, базу, и сейчас мы будем делать 3D. Эффект 3D. Ну, то есть, а вот эта техника, которой вы сейчас пользуетесь, вот набора вот этой массы на этот инструмент, да, это вот классика жанра, то есть все делают именно так, или это вам удобнее, поэтому вы так в сторону собираете, и у вас это получается? То есть вы нашли для себя такую технику, или Это так должно классика, быть? нет, это классика жанра, это не я придумала, это именно правильность работы. Единственное, разные цветы набираются по-разному. Например, пион, он же, видите, то, что вы говорите, неаккуратность, это не неаккуратность, это пион, он такой немножко с рваными краями, и поэтому так и набираются, чтобы с кончика, оно, видите, как бы с кончика, такие заостренные. Чтобы получить эти края, нужно только так, да? Эффект, да, именно эффект это рваного такого лепесточка. Вот таким способом мы набираем. А если мы будем делать розу, мы будем уже делать по-другому немножко. Принцип набора такой же. Ну, движения, я имею в виду, такие же. Но уже будем немножко мастихин смещать сюда. У нас должна быть округлая форма. Для пиончика вот мы делаем, да, и у нас идет рваненькие такие, да, краешки, потому что пиончики же у нас, они такие, они, конечно, бывают разнообразные, очень много сортов, форм. Вот, но все равно они все такие пушистенькие, рваненькие, как бы листики, поэтому именно так и нужно. А эта масса имеет свойство, допустим, вот стекать, а то вот сделаешь лепесточек, а потом вот час постоит, и ты смотришь, что совершенно другой результат. Или она достаточно стойкая? Ну, наша не имеет. Мы сами делаем ее, и насколько жидкую, насколько густую, можно сделать немножко погуще. Можно сделать пожиже, конечно, нет, уже не будет держаться. Ну, вот как сделаешь эту массу. Ну, выглядит все очень вкусно, похоже на даже некое кондитерское искусство, да, вот цветы из крема, да, вот почему-то напоминает это все-таки именно такую сладкую тему, хочется, как вы говорите, съесть, но будьте аккуратнее, да, все-таки это несъедобно. В кулинарном деле можно тоже это использовать. Такие цветы тоже можно делать. И, скорее всего, техника примерно такая же и будет, да? Да, такая же она и есть. Многие хотели бы научиться, кондитеры, такой технике. Скоро я буду давать мастер-классы. Кстати, кондитеры тоже могут приходить, и им эта техника пригодится.
Да, если такие зефирки сделать, мне кажется, это вообще... Я не представляю, как зефирки можно сделать. Но Ну было бы вот, очень было бы, вкусно, да, было я бы... не сомневаюсь. Надо подумать на Да, эту да, тему. да. Так, видите, сама сказала, что должно быть чистенько, а сама тут чуть-чуть осталось, и цветочек будет готов. Вот из таких лепесточков собираем. Много времени уходит вот именно на Очистку, да? почищение, да. Мгм. Но без этого не получится цветок. Он просто... Но это мы в рамках нашего проекта сейчас вот все так быстренько, да? Быстро, Быстренько делаем. На самом деле должно быть, наверное, все более так, да, поспокойнее, все вот прям с точностью, с некой, да. А вот, ну и, конечно, ваше мастерство, да, имеет огромную роль, поэтому вы так все лихо делаете, да. Я думаю, если сесть человеку неопытному, это займет достаточно много времени, да. Но красота требует жертв, как ни крути, да. И в этом случае пожертвовать придется временем, дорогие друзья. Да, надо сначала набраться опыта, практики, и все получится. Так, конечно, это такая техника медитативная, можно сказать. Я вот именно когда занимаюсь этим, я прям отдыхаю. Как бы сказали тинейджеры или молодежь, антистресс. Антистресс, Да. антистресс, да. И вот реально из какого-то кусочка Непонятной да, субстанции, непонятной да? субстанции получается что-то такое прекрасное, да? Да, мы уже видим даже вкусно. Да. Мы видим уже практически готовый цветок, да, вот просто так наращивайте, да, и по итогу потом получите результат. Да. Вот, смотрите, и тут пиончик. Я уже представила, если вот так много времени, да, как можно сделать, украсить всю новогоднюю елку одними такими пионами, представляете? И гирлянду повесить, и как это будет все прям эксклюзивно, уникально, красиво. Но на это нужно будет потратить достаточно много времени, да? Да. Ну, вообще, на самом деле, это достаточно дорогое искусство, потому что эти картины стоят очень дорого, на да? самом деле, да. То есть Да, это из-за того, это- что материал дорогой, или из-за того, что это ручной труд? Это ручной труд, это на самом деле для того, чтобы этому научиться, нужно потратить много времени. Это смотрится очень эффектно. Вот мой учитель по скульптурной живописи вот в Москве, она в разные итальянские магазины. То есть свои работы Да, выставляет? да, выставляет там, и прям с удовольствием людям очень нравится. Ну, как бы вот такой дорогой вид искусства, скажем так. Ну, вот цветок готов. Да. Да, Ага. цветок готов, но мы сейчас его не можем трогать, потому что Он должен. он должен высохнуть, да, потому что он поедет. Поэтому сейчас я вам покажу дальнейшие этапы сборки нашей подвески. Пока то изделие сохнет, у меня есть заготовочки, которые я приготовила для цветов. Берем деревянную заготовку и приклеиваем любым клеем, у меня это ПВА, на заготовочку. Вообще сюда можно сделать листики, либо нарисовать, раскрасить краской зеленой. Вот с листиками. Ну, то есть здесь полет фантазии, да? Полет фантазии. Ну, просто да. вот так цветок не очень, да? Лучше какая-то должна Конечно, быть подложка да, какая-то, да? да? Да, вот так с листиками, ой-ой-ой, с листиками уже посмотрите, как смотрится, да? Да, иначе, да. Уже смотрится иначе. Поярче, повеселее, да? Да. То есть мы приклеиваем просто, да, этот цветок на нашу базу деревянную, лепесточки, если нам нужны, да? Да, вот с большими крупными лепесточками. Выглядит вот так. Да. Вот, приклеиваем.
заднюю сторону делаем лепесточки. Вот готовое изделие. Выглядит вот так. Подвеска. То есть с одной стороны у нас пион, с другой стороны у нас лепесточки, да? Да, с другой стороны у нас лепесточки. Вот. А если, допустим, хотим добавить немножко блеску, так сказать? Можно добавить блеску, можно добавить бусин, например. Вот даже в наше готовое изделие, которое мы сейчас сделали, можно добавить бусинку. Можно добавить блеска. Вот готовое изделие, которое должно получиться, да, мы сейчас будем добавлять блеск. Так, какие-то лайфхаки. Берем лак для Обычный волос. лак, да. Лак для волос. И блесками. Эти блески продаются у нас в магазине. Мне кажется, во всех сейчас магазинах для творчества они продаются. То есть Пожалуйста. так, небрежно, да? Очень аккуратно. Очень Очень аккуратно. аккуратно, да. Значит, так спрыснули, так сказать, Да. блесками. Всё. И можно также лепесточки поблестить. У нас же Новый год. Пусть-ка все блестит, да? Хотя бы в Новый год. А поверх не надо лаком делать, то есть достаточно Нет, только всё. под низ. Да, Все. всё. И зафиксировали. Ну вот такая красота может получиться и у вас, дорогие друзья. Было бы желание, самое главное, вдохновение. Ну и, конечно, если вдруг вы не можете сделать это посредством нашего эфира, вы можете прийти на мастер-класс, да, в Институт современного творчества и флористики «Гармония». Здесь обязательно вас научат, как можно творить. Самое главное, нужно пробовать, искать свое увлечение, которое, возможно, принесет вам, как нашей Лене, огромное удовольствие и тот самое избавление от стрессов. Да, Правильно? да. Не знаете, чем занять себя в новогодние праздничные вечера? Попробуйте изготовить вот такой красивейший пион своими руками. И в этом вам поможет техника Скульптурная живопись. скульптурная живопись. Не знаете, как это сделать самостоятельно, возможно, сомневаетесь, не верите в свои возможности, тогда просто посетите мастер-класс в Институте современного творчества и флористики «Гармония», и здесь вам обязательно помогут. Правильно, Елена? Правильно. Когда я первый раз увидела скульптурную живопись, я не поверила, что я могу такое сделать. Во-первых, я влюбилась. И теперь это доставляет мне огромное удовольствие. Это мое любимое занятие. Вот так. Вот видите, человек жил-жил, не знал, чем себя занять, а у нее очень много увлечений, а вот именно скульптурная живопись нашла место в вашей ежедневной жизни. Спасибо большое, Елена, но мы поздравляем всех с наступающими новогодними праздниками, ну и, конечно, желаем всем вам прекрасного праздничного настроения.